Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В начале некоторые темы выпуска. Время с пользой. В общественной приемной главы Коми обсудили летний отдых и занятость детей. Со всей страной. На минувшей неделе в Сосногорске прошли Библия «Сумерки» для детей и Библия «Ночь» для тех, кто постарше. Битва хоров. Муниципальный конкурс собрал на сцене «Горизонта» около 20 вокальных коллективов района. Республика Коми 3 июня этого года переходит на цифровое вещание. Как не остаться без телевидения? Вопрос на эту тему обсудили в общественной приемной главы Республики Коми Сосногорска. Как рассказала заместитель руководителя администрации Татьяна Ворона, для граждан, пользующихся услугами кабельного телевидения, ничего не изменится. Тем же, кто принимает телесигнал самостоятельно, необходимо позаботиться, чтобы картинка в телевизоре не пропала. Что для этого нужно сделать, поинтересовалась молодая женщина, рассказавшая, что у ее мамы, проживающей в Сосногорске, есть телевизор, который покупали лет 10 назад. Сегодня он принимает всего 2 канала. Вашей маме необходимо будет приобрести антенну, плюс еще приставку. Тем, у кого телевизоры нового поколения, нужно приобрести антенну. Приставка не нужна. Впрочем, в нашем районе есть территории вне зоны покрытия эфирного телевещания. Поэтому для бесплатного просмотра 20 обязательных общедоступных телеканалов необходимо купить комплект спутникового оборудования. Его стоимость начинается от 4500 рублей. Для определенной категории граждан эти затраты будут возмещаться Центром социальной защиты населения. Возмещают только тем, кто проживает в местности, которая не охвачена цифровым вещанием. То есть на сегодняшний день Сосногорск в данную территорию не входит у нас. Вот какие территории входят, не подскажете? У нас в Сосногорском районе это Винла, Вис, Ираель, Канашьель, Крутая и деревня Порожск. Верхняя Омра и Лаель. Но там какая-то льгота, получается, им положена, да? Там не всем льгота, там положена льгота только тем малоимущим семьям и гражданам пожилого возраста, то есть мужчина 60 лет, женщина 55 лет, которые получают социальную доплату к пенсии. Напомним, в республике работает горячая линия. По телефону, который вы видите на своем экране, можно получить консультацию по вопросам перехода на цифровое вещание, подать заявку на помощь волонтеров для подключения оборудования, а также задать вопросы по мерам социальной поддержки. Говорили на минувшей неделе и о летнем отдыхе детей. В этом году мальчишки и девчонки Сосногорского района смогут не только с пользой провести время, но и получат возможность трудоустроиться. Несколько вопросов, поступивших на прямую линию, которая прошла в общественной приемной главы региона, касались выездного отдыха на море. В этом году району выделена квота на детские оздоровительные лагеря в Анапе, Кабардинке и Таганроге. Путевки есть на все 3 летних месяца. Для подбора путевки вам необходимо, если вам удобно пользоваться, например, интернетом и подбирать себе путевку, вы можете это сделать на портале дети11.рф. Это единый портал, куда вы зайдете, там через учетную запись госуслуг вы зайдете и прекрасно можете ознакомиться с путевками, количеством их, стоимостью, датам заезда, какую подобрать вы хотите своему ребенку. Если вам это сложно сделать, вы, как и ранее, можете обратиться в управление образования к специалисту по телефону, в том числе 5 20 56. Она проконсультирует и так принимает в течение рабочего времени, и вы подберете путевку, которая вам больше подходит. Стоимость путевки варьируется до 33 тысяч рублей в зависимости от даты заезда. В стоимость входит проезд железнодорожным транспортом и пребывание в детском оздоровительном лагере 21 день. Еще несколько вопросов были заданы о трудоустройстве подростков на летний период. С 14 лет ребята могут занять свое свободное время не только отдыхом, но и работой, а также заработать первые деньги. Если вы хотите трудоустроиться на лето, вам необходимо обратиться к руководителю образовательной организации. Именно они формируют списки детей, которые желают трудоустроиться. Кроме школ, занятостью детей в летний период занимается Дом детского творчества и Центр занятости. По словам сотрудника этого учреждения, на сегодняшний день уже есть организации, которые обеспечат подростков работой в летний период. Более полную информацию Центр занятости будет иметь в мае. Павел Дурников, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.
Нефть называют черным золотом не случайно. Сегодня это один из самых востребованных полезных ископаемых. А вот что связывает нефть с искусством? Картины. И увидеть их можно в нашем краеведческом музее. Выставка «Чудское масло» появилась в Сосногорском музее благодаря Музею искусства нефти, который открылся в Финно-Угорском этнокультурном парке 2 года назад. Пейзажи Виталия Касаткина в нефтяном исполнении выглядят особенно эффектно. В палитре его красок самые разные оттенки – от светло-желтой сахалинской нефти до почти черной якутской. В мастерской у художника 64 сорта нефти разных оттенков. Что интересно, художнику не приходится покупать материал, потому что его охотно предоставляют нефтяники. К слову, на сегодняшний день известно всего о 4 художниках в мире, использующих нефть. Работы 2 из них представлены на выставке «Чудское масло». В отличие от коллеги, пишущего нефтью, Любовь Маковская использует еще и акрил, делая зарисовки на производственные темы, пейзажи Севера и Арктики. Выставка будет работать до 20 мая. Посещение бесплатное. На прошедшей неделе в стенах Дома культуры «Горизонт» развернулась настоящая битва хоров. В преддверии празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и в рамках республиканского фестиваля «Катюша» творческие коллективы района сражались за титул лучшего. Расскажем о том, кто стал победителем. Наш город и район в целом по-настоящему славятся творческими коллективами. Они желанные гости на любом мероприятии и всегда рады встрече со зрителями. Именно поэтому было принято решение организовать районный фестиваль-конкурс «Битва хоров», где каждый из коллективов смог показать то, на что способен. Открыли концерт юные исполнители Сосногорской детской школы искусств. Конкурс состоял из 2 частей. В первой коллективам было дано задание исполнить песню, посвященную нашей любимой необъятной великой родине – России. Здесь выявили лучший патриотический номер. По итогам конкурса в этой номинации победу одержал казачий ансамбль «Вольница». А уже во второй части программы выбирали лучший номер, посвященный Великой Победе. По мнению жюри, Вайвожский народный хор стал лучшим. Народный хор поселка Вайвож существует уже почти 40 лет, 25 из которых носит звание «Народный». В своем поселке коллектив является изюминкой каждого мероприятия. Надежды, что коллектив будет развиваться. Вот сейчас вот у нас уже 4 человека прибавилось, так что занятия идут постоянно, все, на всех мероприятиях на Вайвоже мы все время принимаем участие. Ну вот иногда сюда теперь выезжаем. Трогательные и веселые, сложные в исполнении и яркие. Какие только песни не звучали в зале. Все участники старались представить песню так, чтобы зал внимал каждому слову и каждому звуку. Битва хоров получилась замечательным праздником для души, подарив массу ярких эмоций зрителям. А победителем стал фольклорный ансамбль «Зыряночка» из поселка Устюхта. По решению жюри именно этот коллектив будет представлять наш район на зональном этапе республиканского фестиваля художественного творчества ветеранов «Катюша» уже этой осенью в Ухте. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорск присоединился к всероссийской акции «Библия Ночь-2019». В этом году официальная тема акции «Весь мир – театр». Не спала в эту Библионочь и наша съемочная группа. Сосногорская «Библионочь» превратилась в «Библиосумерки» с названием «Театральная бессонница». Основными площадками для проведения акции стали библиотека имени Якова Рочева и детская и юношеская библиотека. Малышам предложили увлекательное путешествие в театр. После небольшой игры, в которой нужно было с разными эмоциями повторить одну и ту же фразу, был устроен настоящий танцевальный флешмоб.
Немного утомленные мальчишки и девчонки заняли места в импровизированных зрительных залах театра теней и театра кукол. К слову, кукольный театр – это традиция Сосногорской библиотеки, которой уже не 10 лет. А вот театр теней – новинка этого года. И подумали и решили чем-то удивить. И вот пришло на ум сделать театр теней. Посмотрели, используя интернет, подсказочку, чтобы там такого интересного сделать. Там очень много шаблонов, которые можно вырезать у себя дома и тоже дома провести театр теней. Будет очень замечательно. Также, чтобы разнообразить как-то, чтобы текст был интересный, чтобы это все было познавательно, мы записали нарезочку из известных мультфильмов и показали из шаблонов театр теней, где сами дети участвуют. Сначала мы им показываем этот театр, небольшой кусочек, историю театра, а потом дети сами участвуя проводят сказку «Под грибом», там и другие сказки из мультиков. Принимать участие всегда интереснее, чем просто смотреть. С этим согласна и Кристина Величутина. Она в свои 8 лет уже завсегдатай библиотеки. Библиосумерки ей пришлись по душе. Мне нравится то, что здесь интересно, весело и забавно. Тут можно увидеть интересно театр. А флешмоб тебе понравился? Да. А чем понравился? То, что там движения такие энергичные. Завершились библиосумерки в детской библиотеке викториной для родителей. А вот Центральная городская библиотека решила порадовать своих читателей классической поэзией и музыкой. Мы сегодня пригласили в качестве гостей преподавателей и учащихся школы искусств. Они нам показали сегодня и фрагменты из опер, и адажио, были скрипачи, и другие классические произведения послушали. Было очень погружение в классическую музыку, которая сопровождалась не только музыкальным исполнением, но и чтением стихов. У нас сегодня звучал и Пастернак, и Цветаева, и Пушкин, и Маяковский. Так что я думаю, что наши зрители сегодня не остались равнодушны. К слову, с детской школой искусств библиотека сотрудничает давно и успешно. К примеру, Тамара Нефляшева – частый гость многих мероприятий, и у нее на это свои причины. Прекрасный коллектив здесь. Они очень интересно делают все вечера. Мы много раз выступали, запомнился Александр Сергеевич Пушкин на день рождения. В том году «Ночь библиотек», шикарный был вечер. Потом они очень много молодежи привлекают в здание свое. И, конечно же, мне нравится выступать и перед детьми, перед публикой. В этот вечер не было библиотекарей. Были театральные и литературные персонажи. Панночка Гоголя, невеста-призрака оперы, муза театра Мельпомена. Найти себе занятия и развлечения тоже не составило труда. Кто-то обосновался в театральном буфете, кто-то отправился превращать старые произведения в новые, а кто-то поучаствовал в мастер-классе. Мне понравилось делать маску, потому что это очень увлекательно, и все-таки есть какие-то воспоминания. Много еды, это очень хорошо, я люблю поесть, и поэтому этот вечер очень классный. Я очень рада, что я сюда пришла, здесь интересно, многое про театр можно узнать, я узнала, и в принципе здесь весело, и здесь многие мои друзья. Завершилась театральная бессонница викториной, посвященной году театра. Елена Двожик, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Многие сосногорцы предпочитают посвящать выходные дни здоровому образу жизни. Не стало исключением и минувшая суббота. Любители лыжного спорта смогли в этот день принять участие в традиционной для нашего города альпийской гонке «Утомленные снегом». А сотрудники Сосногорской центральной районной больницы выполнили в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса нормы ГТО. Альпийская гонка «Утомленные снегом» для Сосногорска является традицией с многолетним стажем. Ежегодно соревнования собирают большое количество участников. Это как юные воспитанники Сосногорской спортшколы, так и просто любители лыжного спорта. В этом году на старт вышло около полусотни спортсменов. Отличительная черта альпийской гонки – бег в короткой форме одежды. Также можно использовать костюм, к созданию которого необходимо подойти с творческой стороны. В этом году приз за самый креативный подход к форме получила Арина Эрфурт.
Также специальным призом альпийской гонки была отмечена семья Говоруха. Награды получили и спортсмены, показавшие лучшие результаты. Альпийская гонка «Утомленный снегом» стала уже ежегодным соревнованием, которое является завершением лыжного сезона. Альпийская гонка проводится для привлечения массовости, чтобы как можно людей больше участвовало в лыжных гонках и весело завершить лыжный сезон. А сотрудники Сосногорской центральной районной больницы присоединились к всероссийскому движению ГТО. Десятки медиков выполнили нормативы комплекса, подав положительный пример всем жителям Сосногорского района. Нам, работникам здравоохранения, как никому известно, что медицина и спорт – это два, скажем так, общих друга и союзника, которые помогают друг другу. И чем больше мы занимаемся физической активностью, спортом, тем дольше и лучше мы живем. Сегодня, допустим, искренне надеемся, что все сдали на золотой значок, потому что стараемся, когда есть свободное время, всегда уделяем время спорту. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» продолжает набирать популярность среди наших земляков. Получить заветные знаки отличия стремится все больше жителей Сосногорского района. ГТО у нас в районе набирает все больше оборотов, все больше предприятий, коллективов задействуется в это движение. Я считаю, что это на самом деле здорово. Это наше здоровье, здоровье наших детей, здоровье нашей нации. Как отметили в отделе физкультуры и спорта районной администрации, выполнение нормативов ГТО не вызвало трудностей у работников здравоохранения. Это значит, что многие из них уже скоро пополнят почетный список обладателей знаков отличия Всероссийского комплекса. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. На большей части территории Коми на этой неделе удержится теплая погода. По прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидается в среднем +3. Днем столбик термометра может задержаться на отметке +10 градусов. К выходным немного похолодает. Из-за прихода холодного атмосферного фронта температура понизится до +3-8 градусов. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.